Шумбрата да ялга, шумбрачи, оя. Здравствуйте, друзья! Сегодня мы с вами вновь находимся в музейно-этнографическом комплексе Мордовское подворье. И сегодня я расскажу вам о хозяйственных постройках мордовской крестьянской усадьбы конца 19-го, начала 20 века. Были постройки, в которых хранились припасы. Это амбар утом, это погреб похарям. Постройки складские, например, дровник, сенник. Надворные постройки – это конюшня, калда, сарай, курятник, где находились домашние животные. Ну и такие сооружения, как баня и колодец, они были в зажиточных крестьянских хозяйствах. Сейчас мы пройдем с вами в Мордовский двор и посмотрим на каждую из построек и подробнее поговорим о них. Двор Пильф-Кардас примыкал к крестьянскому дому. Имел он форму прямоугольную либо квадратную. В ранние времена он вовсе не огораживался. В более позднее время стали крестьяне ставить забор из плетня или дощатой. В конце каждого двора находился обычно хлев для домашних животных. В зажиточных крестьянских хозяйствах для каждого домашнего животного было отдельное помещение. Но в бедных крестьянских хозяйствах хлев часто примыкал к самому дому. Такое тоже было. Мордовские крестьяне верили, что во дворе, как и в доме, как и в других местах, живут покровители. Покровителем двора являлась богиня Пильфава или Кардазава. Считалось, что она отвечает за здоровье домашних животных, и поэтому ей проводились различные моления. В честь нее проводили различные обряды. Моления богини Пильфаве или Кардазаве проводили обычно осенью. В нем участвовали женщины. Двор перед этим важным событием застилали чистой соломой. Хозяйка дома брала деревянные корыта, клала туда различные продукты, угощения, подношения для покровительницы двора, становилась в передний угол и произносила заветные слова. Держательница двора Кардаз-Ава, Пильфава, матушка, вот вытащила стол, накрыла его белой скатертью, положила здорового хорошего хлеба, зарезала на твое имя блеющую овцу, сварила и состряпала, зажгла светлую свечу. Да дойдет до тебя мое моление и приготовленный мной хороший кусок. Размножь мою скотину, лошадей, мягкошерстных овец, широкорогих коров. Не пускай на скотину душмана, не пускай плохо делающих. Прими мою молитву, прими приготовленные мною с хорошим сердцем и чистыми руками. Да понравится тебе моя стряпня, да облегчится твое сердце, да наполнится твой живот. После окончания такого моления все женщины шли в дом и угощались, и обязательно благодарили богиню двора Кардаз-Аву за все, что она сделала хорошего для крестьян. Мужчины, как правило, в таком молении не участвовали. В это время они находились в поле, и лишь вечером, придя домой, они угощались всеми явствами, которые были приготовлены для данного обряда. Бывало так, что во двор приходила беда. Вдруг начинали болеть домашние животные, и никак не удавалось приумножить скотину. И тогда нужно было вновь проводить обряд. Существовал такой обряд. В полночь мужчине, хозяину дома, нужно было опахать двор заново. Считалось, что после этого болезнь остановится, и домашние животные будут лишь приумножаться. В крестьянском дворе, либо возле дома, находился погреб похарям. Это была глубокая яма, над которой возвышалась крыша в виде шалаша.
В этой яме хранились различные припасы на зиму. В погребе было тепло зимой, потому что его старались утеплить на зиму подручными материалами. Летом же, наоборот, в эту яму закладывали куски льда, чтобы там летом продукты не портились. А мы находимся с вами в амбаре. Амбар утом. Часто амбар строили возле дома или даже через дорогу от дома. Почему такое было? Да потому что в домах часто случались пожары, а в амбаре хранилось все самое ценное. А самым ценным в то время были припасы в виде зерна и муки. Амбар старались сделать очень прочным. Часто он был глинобитным, либо каменным, кирпичным, но бывало так, что он был деревянным. Но в этом случае амбар старались обмазать изнутри глиной, чтобы не было ни одной щели, куда могли бы проникнуть грызуны или влага. Амбар часто делился на две части. В одной, самой задней части, находились сусеки, отсеки, где хранилось зерно и мука, а в передней части находился сундук, например, с приданым. Хранились какие-то вещи, утварь всевозможная. В амбаре часто можно было встретить жернова и другие приспособления, которые помогали женщинам в повседневной жизни. Мы находимся с вами в мастерской. Такие помещения были далеко не в каждом крестьянском хозяйстве, а лишь в тех, где хозяин дома, кудазар, был плотником. Следующее хозяйственное помещение – это баня, штама куд. Баня была далеко не в каждом крестьянском хозяйстве. Обычно она была одна на несколько домов, и строили ее порой в складчину. Баня состояла из сруба небольшого, где был низкий потолок, небольшой дверной проем и предбанника. Часто он делался либо дощатым, либо просто огораживался плетнем. Первые бани, конечно, это бани по-черному. В более позднее время появились бани, где печь уже топилась по-белому. Баню издревле мордва любила, ценила и уважала. Количество хозяйственных построек зависело, конечно, от достатка семьи. Но до нас дошли некоторые из них в неизменном виде. Некоторые трансформировались и стали незаменимой частью крестьянского хозяйства в современном мире.